Глава Ингушетии принял участие в совещании по вопросам обеспечения безопасности в СКФО. Встреча прошла в Нальчике. Также участвовали полпред президента в СКФО Юрий Чайка, главы регионов Северного Кавказа, представители федеральных министерств и ведомств. Обстановка в сфере противодействия экстремизму в субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах Северокавказского федерального округа, несмотря на принимаемые меры, продолжает оставаться сложной, сказал секретарь Совбеза Николай Патрушев, оценивая ситуацию по безопасности в СКФО. По его словам, значительная часть противоправных деяний совершена путем распространения в информационном пространстве публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности. Он отметил, что жители Северного Кавказа прекрасно знают, к каким последствиям приводят подобные действия. Секретарь Совбеза РФ не обошел вниманием и недавние события в Ингушетии. Он призвал руководителей регионов СКФО обратить особое внимание на выработку и реализацию совместно с федеральными органами исполнительной власти мер, направленных на устранение указанных проблем. В 2022 году в округе число зарегистрированных преступлений экстремистской направленности выросло более чем на треть. Значительная часть противоправных деяний совершена путем распространения в информационном пространстве публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности. Широкий спектр методов психологического воздействия на сознание людей, быстрое распространение информации среди неопределенного круга пользователей являются опасным оружием в руках экстремистов. Поэтому необходимы превентивные комплексные меры, обеспечивающие своевременное выявление и нейтрализацию угроз, связанных с проявлениями экстремизма и терроризма, недопущение распространения радикальных идей, предупреждение конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. Прежде всего, надо повысить результативность установления лиц, придерживающихся террористической и экстремистской идеологии, улучшить качество проведения с ними профилактических мероприятий, усилить контроль за выездом указанных лиц за рубеж в целях получения теологического образования и возможного участия в деятельности международных террористических организаций. Не менее важно повысить эффективность противодействия пропаганде, особенно осуществляемой посредством сети интернет и направленной на популяризацию преступного образа жизни. Юрий Чайка в своем выступлении отметил, что в условиях нарастания угроз, формируемых под влиянием развернутой при содействии коллективного Запада агрессивной пропагандистской кампании, целесообразно рекомендовать органам власти принять меры по информированию населения о способах противодействия вовлечению в экстремистскую деятельность и ответственность за нее, а также увеличению количества специалистов для профилактической работы по противодействию идеологии экстремизма, в том числе в сети интернет, их достойному материальному обеспечению. В условиях нарастания угроз, формируемых под влиянием развернутой при содействии коллективного Запада агрессивной информационно-пропагандистской кампании по распространению в молодежной среде идеологии экстремизма и терроризма, сохраняется и ряд внутренних негативных факторов, требующих принятия всеми органами исполнительной власти субъектов округа дополнительных мер по обеспечению своевременного выявления предпосылок возникновения угроз, обострения общественно-политической обстановки в данной сфере, национальной безопасности в целом и адекватного реагирования на них. В связи с чем полагаю целесообразным рекомендовать органам власти принять меры по информированию населения о способах противодействия вовлечению в экстремистскую деятельность, а также об ответственности за нее, контроле за просветительской деятельностью военно-патриотических, культурно-воспитательных, спортивных и иных организаций в целях исключения их использования экстремистскими и иными радикальными структурами, повышению уровня квалификации специалистов в области информационного противодействия идеологии экстремизма, увеличению количества специалистов для профилактической работы по противодействию идеологии экстремизма, в том числе в сети интернет, исключению фактов совмещения должностными лицами муниципальных образований функциональных обязанностей по противодействию идеологии экстремизма и терроризма с другими задачами, достойного материального обеспечения специалистов в данной сфере. Кроме того, необходимо провести анализ выполнения планов и программ по предупреждению и профилактике экстремизма, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, в том числе на предмет достаточного финансирования принимаемых программ по профилактике экстремизма на региональном и муниципальных уровнях.